Уборочная страда началась позже, но на объемы не повлияла. Ринат Музафаров побывал на полях агрофирмы «Степная». Отопительный сезон не за горами. В городе проходят плановые учения. Убрались сами и призвали остальных последовать примеру. Журналисты газеты «Сибайский рабочий» провели субботник на Култубане. А теперь об этом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В Башкортостане растут темпы уборочной страды. По информации Минсельхозрегиона, только за минувшие сутки зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади в 32,5 тысячи гектаров. Сельскохозяйственных угодий, располагающихся вблизи Сибая, сегодня собирают урожай овса, ячменя, пшеницы и других полевых культур. Как отмечают аграрии, капризная погода, установившаяся этим летом, практически не повлияла на урожайность, а значит, работы предстоит немало. Наш корреспондент Ринат Музафаров испытал себя в полевых условиях и готов рассказать подробности о ходе уборочной страды. Посевные работы на сельскохозяйственных угодьях в районе поселка Туяля стартовали в нынешнем году с двухнедельным опозданием. Весна в Заурале пришла намного позже обычного срока. По этой причине агрофирма «Степная», хозяйствующая на этих полях, была вынуждена закончить посев в самые сжатые сроки. Общая площадь пущенной под сев земли составила 1055 гектаров. 100 гектаров занял овес, 240 – ячмень, 150 – лен, и самая большая часть полей агрофирмы была отведена под пшеницу. Ею засеяно 465 гектаров. С приходом последнего месяца лета традиционно наступает время пожинать плоды непростого труда. Заехали мы, значит, первый день на уборке урожая, это 7 августа, начали убирать ячмень. На сегодняшний день убрано у нас 114 гектаров ячменя. И в данный момент на сегодня вот убираем овес на 100 гектаров. Еще осталось нам убирать 126 гектаров ячменя, и 465 гектаров пшеницы и 150 гектаров льна. Задачи, которые сегодня стоят перед специалистами агрофирмы «Степная», не менее сложны, чем те, что выпали на начало сезона. Работу в окрестных полях поселка Туяляс необходимо закончить уже к концу этого месяца, после чего техника будет направлена в помощь фермерским хозяйствам Кизильского либо Абзелиловского районов. Работы на данном этапе движутся согласно намеченному графику. Закончить работу в отведенные сроки помогает современный комбайн, всего один на компанию. За день такая машина обрабатывает от 70 до 80 тонн зерна. Планомерному ходу работы на начальном этапе уборочной кампании мешала непогода, вследствие которой технике пришлось простаивать целых 3 дня. Вообще подобные капризы природы не только вносят свои корректировки в работу агропромышленного комплекса, но и напрямую влияют на показатели урожайности. В этом году, так скажем, что урожай более-менее средний, хотя бы у нас в июле месяце в нашей территории поселок Туяляс, на этом границе ни одного капли дождя не было. Мы ожидали, что очень будет плохо урожай, но тем не менее дает ячмень у нас дал 23 центнера с гектара, овес дает 18 центнеров с гектара. Тем не менее, я этому рад. В Кизильских районах, в Баймакских районах, в Абзелиловских районах у них урожай получше, они ожидают, у них здесь до сих пор еще зеленый, потому что у них дожди были. Мы, так скажем, наверное, в Заурале мы самые первые заехали убирать, потому что у нас уже он пожелтел, влаги не было. Зерно, собранное на полях, переправляют в хранилище Кизильского элеватора, который, так же как и Сибайский, является частью единого холдинга «Ситна». Часть зерна отправляется в складские помещения агрофирмы, где проходит тщательную сортировку для отбора семян к следующему посевному сезону. Отметим, что цены на зерно и его производные сегодня остаются фиксированными по отношению к показателям прошлого года. Между тем, стоимость обслуживания агропромышленного оборудования продолжает расти. Как данное обстоятельство скажется на ценовой политике в следующем году, пока неизвестно. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. 2 недели осталось до конца лета, а это значит, не за горами отопительный сезон, к которому особенно тщательно в эти дни готовятся ресурсоснабжающие организации нашего города. Сегодня в рамках подготовки прошли плановые учения.
Подготовка к зиме включает в себя целый комплекс работ, где каждая служба выполняет свои обязанности. И одно из самых важных мероприятий по подготовке к отопительному сезону – это проверка готовности теплоснабжающих организаций к аварии. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям провела плановый рейд на предприятии БашРТС. Дежурному диспетчеру были даны несколько вводных задач о потенциальных авариях на котельных или теплотрассах. В свою очередь специалист должен был совершить необходимый в таких случаях алгоритм действий. Как отметили проверяющие, с этой задачей представители БашРТС справились на отлично. Август – время завершения пляжного сезона. Однако это не мешает людям по-прежнему выезжать на близлежащие водоемы, чтобы отдохнуть. К сожалению, не у всех хватает совести убрать после себя последствия отдыха. Накануне наши коллеги из газеты «Сибайский рабочий» побывали на берегу озера Культубан с внеплановым субботником. Евдокия Титаренко далее. За летний период на озеро Культубан съезжаются тысячи отдыхающих. К сожалению, не каждый считает своим долгом убрать после себя мусор с береговой зоны. Вследствие чего под конец лета излюбленное место отдыхающих превращается в настоящую свалку. Нескончаемое количество пластиковых бутылок, разбитых стекол и полиэтиленовых мешков. Коллектив газеты «Сибайский рабочий», вооружившись мусорными мешками и перчатками, решил внести свой вклад в защиту экологической обстановки озера Культубан. К сожалению, убрать все досконально и привести береговую зону в чистоту силами небольшого количества добровольцев просто невозможно. В социальных сетях то и дело можно наблюдать гневные сообщения жителей близлежащей деревни о том, что приезжие туристы, не уважая ни природу, ни население, оставляют после себя огромное количество мусора. Культубанцев тоже можно понять, но если честно, я с ними согласен, потому что я вижу, сколько машин сюда приезжает, и явно приезжают люди со стороны. Не скажу, что это именно сибайцы, но сторонних, я считаю, приезжает больше, и, к сожалению, мусора от них остается наверняка в разы больше, потому что сейчас мы собираем, в основном это пластиковые бутылки, осколки от стеклянных бутылок и все прочее, который говорит о том, что здесь люди отдыхали, но, к сожалению, не хватило ума за собой собрать и увезти их куда полагается. В общей сложности сотрудниками газеты «Сибайский рабочий» было собрано около 20 мешков мусора. Наши коллеги надеются, что подобного рода внеплановые субботники, возможно, в дальнейшем будут проводить и другие коллективы городских организаций. Ну и, конечно же, чтобы наслаждаться чистым и прекрасным пейзажем родного края, необходимо наводить и поддерживать порядок всем вместе и каждому в отдельности. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. А я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей и увидимся.